Но у нас не настолько еще, вы знаете. Была зеленая вот такая тряпочка, и были огромные амбиции. Лена, которая ела козявки, все нормально, приходи на концерт. Какой шарик, такой юндос. Да. Если в небе зажглась звезда, значит это кому-то нужно. Всем привет! С вами Света Болянова и моя передача Супер Йондос. Название иностранное, но говорить будем по-русски. Сегодня у меня в гостях творческая пара Руслан Тимирланов и Динара Юсупова. Привет всем, друзья. Здравствуйте, Светлана. Считаете ли вы себя суперзвездами, ну или вообще звездами? Я вообще не люблю это слово, если честно, потому что супер Йондос это означает суперзвезда, это суперзвезда. Вот в моем понятии суперзвезда это, наверное, все-таки такие мега популярные люди, как Майкл Джексон, Уитни Хьюстон. Да. Но никак это, наверное, не мы, таком на местном как бы, да, уровне люди. Мне кажется, суперзвезда это не только люди, которые поют. Суперзвезда это, наверное, какой-то все-таки... Какой-то вклад, наверное, да, в какое-то историю, внутреннее, музыку. да. Вот суперзвезда это, наверное, только Алла Пугачева и, как я уже сказал, Джексон и вот такие люди. А остальные просто звездочки, может так? Ну хорошо, тогда на ваш взгляд, как должна выглядеть суперзвезда и какими качествами обладать? Ну, это, конечно, в первую очередь какая-то харизма должна быть у человека, это мега какой-то позитив, от него должна исходить бешеная энергетика. Да? Да. Вот от вас, например, идет, Светлана. Вы... Да ладно. Одно дело может выглядеть человек, например, прям на все 100, да, а внутри не представлять абсолютно ничего. Ну, как можно назвать это суперзвездой тоже? Хотя в наше время, понимаете, понятия уже меняются. Сейчас просто какой-то блогер, например, который просто, например, фотографирует своего голого мужа, либо голую жену, дурачится. Блогеры, я говорю, они суперзвезды. Они... В наше время суперзвезды. А если вы напишете какую-то книгу, роман крутой, об этом даже никто не узнает. Все относительно. Вот как раз тогда вопрос, от кого зависят эти звезды? Получается, от зрителей? Ну, в наше время, я думаю, да. От количества лайков, от В количества наше время, подписчиков. к сожалению, так. Да. От количества лайков, потому что в наше время... Может быть, когда-то в советские времена было по-другому, потому что тогда все-таки и эстрада была другой, и музыка была другой, даже в наше время, когда мы были еще юны. То есть, чтобы стать суперзвездой, это, соответственно, тебе нужно сделать действительно хорошую музыку, которую будут все слушать и так далее. А сейчас, мне кажется, это понятие уже потихонечку стирается. Сейчас звездой может стать кто угодно. Вас же все равно узнают на улице. Как вы к этому относитесь? Все равно же, если бы, например, вы не были бы звездами, вот взять, например, Уфу, там, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, вот где вы ездите, вас же берут автографы, с вами делают селфи, вас узнают люди, все равно же вы считаетесь звездами. Но на самом деле есть такой парадокс, когда люди узнают, становится как-то не по себе. Не по себе. Да, потому что мы люди как-то не привыкли. Да, а мечта была с детства, чтобы узнавали. Я всегда представлял, как я захожу в магазин, меня все узнают, все на меня оглядываются. А вот сейчас это пришло действительно. Да. Это пришло как-то вот... Мы вроде те же люди, которые были 3 года назад. Может, тогда мы еще были, у нас и песни были ярче, да, тогда, и клипы, но не было такой узнаваемости. А сейчас это вот есть эта узнаваемость 100%. То есть ты приходишь в какой-то супермаркет, полсупермаркета смотрит на тебя. И вот тут парадокс, тебе становится неудобно, ты уже не можешь купить свои любимые чипсы какие-нибудь за 30 рублей, тебе придется покупать за 200, потому что все на тебя смотрят, да. То есть есть в этом и свои минусы. То есть какой-то барьер, дискомфорт. Это заставляет быть идеальным, вот правильное слово. Держать маску, да? Да. А как часто вы находитесь в маске? И вообще дома вы, как, например, вот ты, Динара, какая дома и какая к примеру, вот с друзьями? Ну, на самом деле, с друзьями и дома я думаю, что я одна и та же. Вот если единственное, есть, наверное, различие, когда я на публике, как-то, мне кажется, что это любого публичного человека заставляет как бы держать себя немножко по-другому, да? Да. Вот. Думаю, только в этом отличие. Ну, Руслан, это зависит абсолютно, согласен с Динарой, это зависит от обстоятельства, смотря куда ты идешь. То есть, если я пойду на оперу, я, естественно, не возьму с собой маску весельчака ведущего, который рассказывает анекдоты. Я буду сидеть там уже в другом образе. К вам на передачу. Вот я пока пришел и не понимаю, в каком мне образе вести, потому что от вас можно, я знаю вас уже давно, от вас можно что угодно. Руслан, даже расслабься, можно и на «ты». На «ты», ладно, да, Светлана, на «ты». Вот поэтому, конечно, вы правы, всегда приходится надевать
как одежда. Вот как одежду. Маска это как одежда. Это один из элементов твоего костюма, гардероба. На оперу ты одеваешь, соответственно. Там на свадьбу одеваешь то, и, соответственно, ты берешь с собой маску. Да, мне кажется, Руслан, что это у каждого человека так. Вне зависимости от того, Однозначно. артист Однозначно. или простой, я не знаю, даже рабочий. Мне кажется, это у всех людей есть такое. А да? самые страшные люди, которые говорят, вот я какой есть, я такой, Да. это самые страшные Это люди, обман от них и надо вранье. бежать, потому что, не дай бог, увидеть действительно такого человека. Вот бывает же, я всегда говорю то, что я думаю, вот не дай бог встретиться с такими людьми, потому что это самые страшные люди. Теперь у меня такой вопрос. С чего вообще начался ваш творческий путь? Ну, на самом деле, как я везде говорю, что песни, сцены я живу уже с детства. Вот, петь я всегда любила. Я закончила музыкальную школу, потом закончила нашу школу культуры и искусств. Вот. И, соответственно, мы там и познакомились с Русланом. И там у нас возникла идея нашего дуэта. Мгм. Так, стоп, ты еще немножко прервала. Ты училась в нефтяном институте, Ага. я знаю. Как ты могла? Ну, я это Высшее немножко образование, просто- все этим да, я гордятся. А опустила. почему ты опустила? Вот такой вот момент еще. Ну, нет, на самом деле я горжусь тем, что я там училась в нефтяном университете, я ему посвятила 6 своих лет. Благодаря этому институту я познакомилась со своим любимым супругом. Вот. То есть это не все делается не зря, все делается с какой-то целью. Вот. Это тоже часть моей жизни. До встречи с Динарой я выступал уже, я гастролировал, я участвовал в концертах различных, ну так, вот такого местечкового уровня все это было, писал для себя в основном. А потом, когда мы уже с Динарой встретились в техникуме, уже решили попробовать дуэтом спеть, и получилось хорошо. Мгм. Потом записали клип, потом второй клип, и так и завертелось. Да. Руслан, Мгм. я знаю про тебя такую короткую историю. Лучше ты, наверное, сам расскажешь. Ты мне как-то рассказывал первый раз. Хотел выйти на сцену, помочь спеть какому-то певцу, и тебя мама утащила со зрительного зала, ты продолжал что-то танцевать, Нет, да? это Как не расскажи? совсем правда. Это получалось у нас у соседей был какой-то праздник, большой Мгм. праздник, там типа какой-то юбилей или еще что-то. И получилось, а я сидел дома, а они через дорогу, тетя Деля зовут ее, у нее был юбилей, вот даже я это, все это помню. И я не выдержал, убежал из дома, забежал и к ним на праздник в центр и начал танцевать под их музыку. Они сделали большой круг, и мама прибежала меня за руки и домой. А они все, значит, оставьте сына, оставьте. И нас всегда потом приглашали, и бабушку, и маму. Многие люди, когда приглашали куда-либо, они всегда говорили, привезите вот своего этого ненормального сыночка. Вот видишь, Руслан, ты уже с малого Танцора, детства да. привлекаешь всех женщин Да. и вообще людей, публику к себе. Ну, Потому наверное. что, Благодаря своей харизме, наверное. да, благодаря своей харизме. Наверное. Есть такие истории, когда вот прям вот узнали вас, а вы попали в неловкое положение и не знали, да. как выкрутиться. Да, мы ходим в караоке в основном, потому что мы любители петь, дома не попоешь, как бы родители, поэтому это, конечно, наш бланш. А караоке у нас нет отдельного заведения в городе. Вот обязательно это клуб, через который надо пройти. Ну, благо дело, мы, в принципе, очень спокойные люди, мы приходим, поем и уходим. А если мы знаем, что там есть знакомые, мы уже не поем, мы просто сидим, слушаем. Потому что мы понимаем, если сейчас мы выйдем, мы опозоримся, например. Ну, почему или ты так далее. думаешь, что ты опозоришься? У тебя очень хороший голос и красивые песни совместно с Динарой. Не возражаю, Соль, не возражаю, правильно. Динара, теперь твоя история. Неловкий момент. Так, на самом деле, Света, был совсем недавно такой момент, Мгм. неловкий. Я пришла просто в какой-то, как он называется, магазин, гипермаркет. Я уже стояла на кассе, подходит девушка, ну, видимо, там работает она там продавцом. Она долго на меня смотрела, вот, потом поздоровалась со мной, я ее не узнала, я не знаю этого человека, вот, потом она говорит, а можно с вами сфотографироваться? И вот те люди, которые там хвост стоял, и все так на меня посмотрели, ведь ну, не все же меня знают, но она меня узнала, вот одна там я, наверное, и мне было настолько неловко, но сфотографировалась, Неловко конечно в чем? же. То, что всех заставила ждать или Не как? то, что ждать. Вот я же уже сказала, что я не такой публичный человек, и для меня еще как-то не совсем понятно, не совсем привычно, может быть. Я понимаю, о чем говорит Динара, потому что вот обычно мы как на публике, там, на концертах, вот ваша передача, вот как про маски мы говорили, да, мы как-то изображаем, а в обычной жизни-то мы какие?
в куртках, в шапках, идем куда-то чешем, там в какой-то гастроном и так далее. И тут, когда люди узнают, и ты понимаешь, что Что ты эти не люди... совсем готов к этой что встрече. ты не готов. Стоп, я не Да, одел маску. Да, да, не побритый иногда, да, и ты понимаешь, Не причесан. не причесанный, да. И ты не понимаешь, как себя вести. Не И Да. вот из-за этого неловкость. Это естественно, если ты богатый, там, подъезжаешь на Мерседесе к какому-нибудь гастроному, да, там выходишь в какой-нибудь такой норковый лисей, и при этом возле тебя 10 фотографов тебя фотографируют, и вот тут тебя узнают. Красная дорожка, да. Да, и вот тут тебя узнают. То есть ты во всеоружии Да, уже, это ты во всеоружие. Но когда ты вот так вот где-нибудь там покупаешь там Вышел чипсы, за или, да, молоком. мы обычные люди, обычные, абсолютно обыкновенные люди. Но это понятно. Как же ваши близкие к этому относятся, к вашей узнаваемости и вообще к вашему творчеству? Ну давайте с узнаваемости продолжим эту тему. Близкие как вообще реагируют, когда они идут с вами рядом, к примеру? Ну, Но я у нас думаю, не что- настолько еще, вы знаете. Нет, Не ну даже надо. если какой-то был момент, что именно После твоей передачи, походу, мы о себе будем так начнут думать. узнавать, да. Нет, почему? Вопрос интересный. А что близким делать, Ну, если я думаю, узнают? приятно, наверное, Им, да? конечно, приятно, наверное, близким. И нам приятно. Если, например, с каким-то другом, подругой идешь, и тебя узнают, вот тут, конечно, да ради бога узнавайте. Ну, многие люди, даже если узнают, многие люди не А подходят. некоторые не показывают вида, Не что они показывают узнали. вида. Некоторые Да. даже могут не поздороваться пройти. Да. А особенно в городе, где ты живешь, это вот ладно, вы на передачу нас позвали. А у нас ведь есть и телеканалы, которые крутят Алсу «Зимний сон». Попробуй вот понеси наш клип к ним. Нас крутят в Казани. Сами нам позвонили, например, сказали, можно мы вас будем ротировать в Казани на ТМТВ. А вот сейчас на местный телеканал, Стерлитамакский телеканал, вот отвези клип. Они лучше будут крутить Алсу «Зимний сон», которому 10 лет, чем взять наш клип. как-то поддержать своих Они земляков, скажут, да? что это башкирский клип, что и так далее. Живя в Башкирии, они могут сказать это, понимаете? Вот. И это не только этот телеканал. У нас вот город, к сожалению, именно кто в творчестве, они какие-то озлобленные. Вот простой народ, вот классный, добродушный народ в Стерлитамаке. А все, кто творчеством связаны, вроде они должны наоборот. Какая-то должна быть Это, Руслан, поддержка. Это, мне кажется, вторая сторона медали. Какая-то должна быть поддержка, там, я не знаю. У нас ведь сколько талантливых вот ребят ездят на какие-то конкурсы. Я про них никогда не слышу. А вы не задумывались, что это не Не на только в телевидении. Стерлитамаке, а везде Ну, везде, вообще? возможно. Ни на телевидении я про них не слышу, ни в газетах про них не пишут. Почему? Почему бы не взять телеканалу и своих певцов не крутить? Вот сколько у нас певцов? Классные певцы, сколько групп у нас? Да. Вы видели хоть один раз, что по стерлитамакскому телевидению показывали какую-либо группу, клип какой-либо группы, или певца, или певиц? Нет, такого нет. Понимаете, да? Вот о чем я говорю. Поэтому тут... Руслан, я А. могу взяться за это. Как раз-таки вот в передаче Вся надежда своей на тебя, пускать Света. Да. какие-то короткие ролики вместо рекламы, например, каких-то неизвестных ребят, которые только начинают. В Это принципе, очень хорошая в этом и идея. заключается эта передача. Впервые в твоем городе мега-шоу Руслан Тимирланов, Динара Юсупова представляют интернациональный концерт Пабатлап Булмы. Новые, лучшие хиты дуэта, живая музыка, танцы мира. Специальный гость концерта мистер Дэвид Боджи. 4 апреля Стерлитамак, 11 апреля Ишимбай, 17 апреля Салават, 20 апреля Стерлибашево, 23 апреля Кумертау, 25 апреля Федоровка. Мы ждем вас, не упустите. А мы из-за этого и пришли именно к тебе. Мы же от интервью много отказываемся. Вот нам, например, предлагают многие телеканалы, именно республиканские. Свои-то ладно. А республиканские вот многие предлагают. Мы отказываемся. Ну, во-первых, туда надо ехать. Потому что вы супер Йондос? Нет, потому что нет времени. Просто из-за свадеб, из-за юбилеев нет времени. Нет времени, и еще мы не такие люди, вот, которые вот, Любят пиар. любят интервью какое-то там и так далее. Просто
к тебе согласились, потому что ты сама по себе необычный человек. И я точно знаю, что и передача, возможно, будет такая. И вот будет вот такой разговор. Я это и предполагал. А не разговор о том, что в каких конкурсах вы участвовали, какое вы место заняли. Эти скучные разговоры, эти передачи, которые я смотрю, я их переключаю. Для кого они вообще это делают, тоже не понимаю. Поэтому я не участвую нигде. Я сразу даю отказ. Интервью нет. Все. Я вам сейчас покажу фотографию, где вы вдвоем, видимо, на начале вашего творческого союза, Даже в начале интересно. успешного пути. Да. Вы сейчас посмотрите, прокомментируйте, пожалуйста, фотографии, расскажите, откуда она, что вы делали, какие эмоции испытывали, и вообще счастливы ли были в то время? Ну, это на Это- самом деле очень интересная фотография, интересное Да, время. Это это было выступление, Выступление, это 12-й год. 12-й год. Где это было у нас? Это- Был какой-то восточный концерт, по-моему, да? Да. Это был восточный концерт, то ли восточная пленница, то ли что. И Нас мы пригласили были туда в качестве приглашенные. гостей, да? У вас была ложа какая-то своя? да? Нет, это просто Как-то декорации, оформлено, декорации декорации. сцены, там все в подушках, все в восточном стиле, очень красиво. Тоже интересный кадр, между прочим, Это из нашего клип. клипа. Клип Кли- Кашбабай. Второй клип, Кашбабай. Такое ощущение, как будто Руслану здесь 13 лет. А Татьяну... А нет, сколько мне? Ну, немного больше. Это Немного было больше. 10 лет тому назад, это было как Вы раз. здесь очень молодо, и Динара выглядит, и Руслан, это просто... А я не если бы знаю. вы знали, Просто как мы дети. снимали, Да. у нас был фотоаппарат за 2000 рублей. Мгм. Была зеленая вот такая Тряпочка. тряпочка, которую держали два человека. Два студента. И были огромные амбиции. Два студента Желание держали. снять хороший клип. Мы кнопку нажимали, подходили. И один из лучших клипов в то время Да. был. На все Его телеканалы его брали. Крутили на всех каналах, он занимал Кашбак. И первое он до место сих в пор, хит-параде. и до сих пор его крутят. До сих пор его крутят. Хотя записывали вот. Видите, какие воспоминания все-таки? Да. Оживила Да, я спасибо, вас, Светлана. оживила, да. Да. Ну вот следующая фотография, посмотрите. Ну, здесь мы уже, смотри, здесь Это уже наше да, время. Это уже было в наше том время. году. Это было тоже, 2 кстати, года назад. съемка клипа «Алма», да? Тоже очень памятно для нас, очень интересный клип. Что самое интересное, вот я как вам говорил, мы люди, которые отказываемся от всех интервью и от всех съемок. Поэтому у нас не мы не любители этого, нет таких фотографий. Вот единственное, мы фотографии делаем тогда, когда мы записываем или клип, или еще что-то. Потому что обычно же артисты как отдельно для этого специально там время. Некоторые даже я слышал, некоторые я слышал платят, чтобы у них взяли интервью там. Да. И так далее. Мы нет, мы принципиально. И на телевидении тоже так же. Мы можем как на какой-то телеканал заплатить за показ клипов. А так в основном телеканалы сами, когда предлагают, мы только тогда идем. Динара, что бы ты сейчас ей сказала? От каких бы ошибок ее уберегла? Какой бы совет дала Динаре Юсуповой, той Динаре Я бы ей, Юсуповой? пожелала, чтобы она никогда не сворачивалась с намеченной цели, была более настойчивой, вот, верила в себя прежде всего и верила в то дело, чем она занимается. Руслан, что бы ты вообще сказал тому Руслану? Не бери ипотеку, я бы сказал. Но если на самом деле мы, конечно, упустили очень в своем творчестве именно вот эти годы, если бы мы взялись бы за это, потому что в то время не было столько вот наплыва певцов, звезд. Если бы мы в то время не упустили вот этот момент, а мы забросили, и я пошел по другой стихии, она пошла по другой стихии, она рожала, я по банкетам, ну, так и оно было. Поэтому мы забросили и думаем, все, больше дуэта не будет. А если бы мы тогда это взяли, хотя нашлись люди, которые просто взяли наши идеи и стали звездами. Вот, и мы их знаем, да. знаем. И мы их знаем, даже взяли стилистику и абсолютно все, и мы это знаем. А мы забросили на несколько долгих лет. И сейчас опять как бы пытаемся восстановить, но упущенное время, оно как бы упущено. Вспомните, когда у вас был какой-то, вот, может быть, концерт интересный, самый такой запоминающийся, благотворительный, и где он проходил? На самом деле, в 2012 году мы делали концерт Он был благотворительный. ну, вообще, конечно же, для жителей городов, но и в том числе мы пригласили деток из детского дома города Стерлитамака, которые снимались в нашем клипе, в том числе, да? Вот. Ну уж, конечно, мы в те времена не могли вот так, потому что это были наши первые концерты. И
Это такая была благотворительность. Мы потом пошли в детский дом, там Там взяли тоже какие-то показывали игрушки, спектакль, да, да. спектакль, концерты Концерты ставили. устраивали, какие-то мелкие подарки, призы. Мы Клип этот вот про детский дом, детей показали, их усыновили, Да, которых мы многих показали. детей, которые Вот видите, снялись то есть в клипах. результат есть все-таки, да, от Ну, вашей да, благотворительности. Конечно, Давайте немножко отвлечемся. Все знают, насколько вы искренние люди, и хотели бы узнать, насколько вы искренне можете ответить на мои каверзные вопросы. Я вам сейчас дам вот такие таблички, на которых написано «Я делал это», «Я никогда не делал это». Ну, естественно, в женском роде от тебя. Держите, буду задавать вопросы, а вы будете поворачивать той табличкой, на которой вы думаете, можете ответить правильно. Я никогда не забывал имя своего клиента. Я делал это, Не стыдно? забывал. Не Но стыдно? на самом деле, Света, Когда каждую много неделю клиентов. проводишь какие-то мероприятия, на самом деле Да. не всех можешь запомнить. Потому что самое интересное, у клиента складывается впечатление, что ты должен знать его в лицо, и не только его, но и его семью. И... По сути, она права, Руслан. Как я начала жестикулировать. Вы, Микрофона нет. вы клиентов должны знать, понимаете? Должны, просто обязаны, это ваша работа. Но я вас понимаю, у вас их много-много, большое количество, большой поток. Ладно, вы кушали то, что наковыряли в носу? Нет, Никогда, никогда, ни разу. такого Ай, нет. да ладно, даже в детстве не кушали козявки. Это вот это, в садике, когда я была в садике, у меня в группе была девочка, ее звали Лена, и она всегда ела свои козявки. Как мне это бесило, на самом деле. Это должен быть я- тизер. Я Она просто всегда ее ела презирала. Ты сейчас А можешь я ей её передать сторонилась. привет. Ты ей можешь Лена, передать. привет. Ну сейчас у тебя Ну, ладно. отношение к ней поменялось, надеюсь. Сейчас не придет на наш концерт, вот ты про нее говоришь такое. Я увижу, я не узнаю. Лена, которая ела козявки, все нормально, приходи на концерт. Я никогда не завидовал своим друзьям по цеху. Я делал это. Почему? Как без зависти, Светлана, вы что? Но на самом деле зависть, Это дух зависти соперничества, рознь. Да, наверное. это Есть- рознь. Бывает какая-то черная зависть, а бывает белая, Белая зависть. зависть. Потому что благодаря этой зависти мы, может быть, движемся как-то вперед. Вперед, У да. нас есть стимул расти, работать над собой. Ну, например, какой-то певец очень красивую песню, например, сделал. Ну, тот же Анвар Нургалиев. Это «Шахлама, я рад мыща». Мы, конечно же, ему Я завидуем. позавидовал, Да. но это была другая зависть, вот хорошая. И думаешь, почему я такую песню не сделал, а не так. Да что ты такой, ну, Да, чтобы эта песня у тебя То не есть мы пелась, завидуем такого нет. по-доброму. Такого нет, по-доброму. Какие планы у вас на 2019 год? Планы грандиозные, на самом деле. Мы организовали, наконец-таки, концерт. Мы, видимо, выросли. 4 апреля будет в Стерлитамаке в ГДК. И остальные 7 городов будет в Кумертау, Мелеуз, Салават, Ишимбай, Давлеканово. В общем, близлежащие города, март-апрель у нас намечены наши концерты. концерты. Ждем Ребята, вас. поздравляют. Это же какой успех. Это вот какой раз у вас концерт? Первый раз? После долгого перерыва, на самом деле, это первые наши запланированные концерты. Концерты. Мы надеемся, что все пройдет удачно. Мы надеемся, что придут люди, что они будут очень довольны от нашего выступления. Да. Правда? И программа интересная. Программа, она будет такая более философская, где-то. О чем будет Это программа, концерт? Программу мы назвали «Невозможно вернуть», то есть невозможно Возможно, вернуть, повторить. невозможно повторить в этой жизни, невозможно же повторить Мгм. слово, Со смыслом, да? да, такая будет? слово, время, возможность. То есть концерт будет про это, про нас, о нашем именно дуэте, творческом дуэте. Он будет интересен также с точки зрения каких-то технических моментов, Да. потому что у нас будет задействован экран, у нас будут какие-то Артисты. да, интересные приглашенные артисты, танцоры, у нас будет шоу, да? Постановочное. Вот. И плюс у нас еще интернациональный концерт, то есть На интересно всех будет языках. не только татарской какой-то аудитории, у нас на русском, на татарском, на башкирском, плюс Английская английский песня, язык, да, у нас индийское будет шоу. индийская, То есть- восточная. слушайте, там, Всех в общем, приглашаем, да. добро пожаловать на наш Филипп концерт. Киркоров отдыхает, да, я так думаю. Мы Ну, у нас надеемся. готово шампанское, давайте, ребята, в студию. Спасибо, конечно, за такой теплый прием, да? Да. За то, что ты нас сегодня пригласила в свою очень добрую и позитивную передачу. И очень крутая студия, вообще Студия локация прекрасная, выбрана да. классная.
Ну, слушайте, я еще с вами не прощаюсь, у меня еще есть пару вопросов, давайте мы только взбодримся. Я должна вам поставить диагноз, все-таки вы супер юндос или нет. Взять и вот из этого замечательного кувшина, вазы, вернее, стеклянной, жвачку любого цвета, но прежде чем надуете шарик, вам нужно будет сказать Абе супер юндос. Какой шарик, такой юндос. Да. мои гости будут все говорить последнее слово. Прощальное слово для наших подписчиков и зрителей. Динара, ты первая. Конечно же, в первую очередь спасибо, Светлана, тебе за эту возможность, за это интервью, за эту передачу, за эту студию теплую. Ты сама очень располагаешь к себе, да? Нам очень приятно сегодня здесь находиться. Ну а подписчикам я, конечно, желаю... Чего я желаю? Здоровья, счастья, успехов. И смотрите, конечно, эту передачу Светланы Боляновой «Супер Юндос». Присоединяюсь ко всем словам Динары и желаю всем всего самого хорошего. И всех ждем на наших концертах. Любим, уважаем вашу передачу и ждем следующего приглашения. Говорят, когда падает звезда, непременно сбывается желание. Я желаю каждому из вас, чтобы вы жили в звездопаде. С вами была Света Болянова и передача «Супер Юндос». До скорой встречи. Ура! Ура! Поздравляю, Светочка. Ура! Спасибо. Поздравляю. Ребят, ну слушайте, я тоже хочу заживать с вами Давай. жвачку, надуть ее сейчас. Я только Давай, открыть давай. ее надо, Руслан.